Ситуация с переработкой и утилизацией отходов в республике оставляет желать лучшего. Однако это не повод устраивать несанкционированные свалки мусора. Одна из таких обнаружена на западной окраине сельского поселения Икажево. И, конечно же, привлекла внимание представителей Министерства природных ресурсов и экологии, которые совместно с сотрудниками местной администрации приступили к выяснению всех обстоятельств. Так сейчас выглядит живописная местность стараниями неизвестных лиц. Лесополоса на западной окраине Икажево превратилась в свалку. Территория загрязнения простирается на 2 километра. Судя по этой картине, нарушители себя не утруждают и вываливают мусор прямо вдоль проезжей части. На поиски виновных отправились представители Министерства природных ресурсов совместно с руководством администрации сельского поселения. Мы выехали по обращению граждан о том, что здесь размещаются отходы. На данной территории мы пригласили сюда администрацию Икажева. По данному случаю мы будем выяснять чьи-то земельные участки. Со слов администрации Икажева, эти участки принадлежат частным лицам. Если же эти участки не принадлежат уже собственникам, то мы можем привлекать саму администрацию. Усложняет ситуацию и само расположение территории. Лесополоса проходит на стыке Икажева и Насыркорта. Как утверждает глава сельского поселения, земли, где образовалась свалка, относятся именно к этому административному округу Назрания. Эта проблема существует уже давно. Это не прошлый год, не позапрошлый год, это десятилетиями. С тех пор, как только начали заселяться вот этот 5-й микрорайон, с тех пор существует вот эта проблема. Но дело в том, что именно вот этот участок не относится к администрации сельского поселения Икажево. Это территория Насыркорского муниципального округа. Вот эта улица Т. Икажево. Левая, сейчас мы стоим, правая сторона это Икажево, левая сторона это Насыркорск. Глава Икажева оценил экологическую обстановку села в целом. По его словам, таких проблемных участков практически больше нет, а при обнаружении несанкционированных выбросов применяются соответствующие меры. Мне очень мало вот этих несанкционированных свалок. Очень мало. Раньше это было, но сейчас у меня работает несколько компаний в селе. Там и чистый мир работает, там и экосистема работает. Подытоживая, специалисты Минприроды отметили, что главной целью является установление собственников участков, а далее с высокой долей вероятности последуют значительные штрафные санкции. Хамзат Костоев, Рамазан Ахильгов, Наиб Цычоев, Вести Ингушетия.